Жаңыларда Астрахань қаласында бірінші келі Жумановтың оқулары оздылар. Олар данықлы ноғай ярақландырушысы Равиль Жумановтың сыйына бағыслаған еді. Жумановтың бірінші оқулары Равиль ағамызға мемориал тақтасын ашудан басланды. Оны аша келіп, жолдаслары, оқушылары, ізбасарлары Абырайлы Яс Үкеннің атын өмірленділер. Он был человек яркий такой. Он оставался всегда, где бы ни был, какие бы трудности ни был, он всегда оставался вот истинным таким вот человеком, какой он есть. В нем мы научились немножко работать. Равиль Утемухамедович также любил свой ногайский народ и нежно относился к своим детям. Любил своего сына, дочь. Вот. Также он любил весь Ногайск. Только благодаря его имени, вот я сам родом из Красноярского района, Красноярский район, начал чувствовать себя, что там проживает много национальностей, такой Карагаш-Ногай. И села Куянлы, Айсапай, где он родился, Сиитовка, Джана, Ясный-Цыхан, сейчас люди гордятся. Равиль Жуманов өз өмірін туған халқына бағыслаған адам. Ол совет жылдарында бірінші болып Астрахань областында татаризация политикасына қарсы сөзін айтқан адам. Равиль Утемухамедович был яркой личностью, и с ним связано зарождение нашего ногайского движения еще в конце 80-х годов, когда мы все были записаны татарами, и невозможно было почти доказать, что мы ногайцы. И одним из людей, которые стали вскрывать, был у нас ученый, молодой ученый Викторин, Виктор Михайлович. И вот Равиль вместе с ним, потом, значит, я соединился, он еще работал в Краеведческом музее, начали это трудные, кропотливые движения. В начале нашего движения в основном включились ногайцы-карагаши, но я один был только из ногайцев юртовских. И вот пытались там доказать, что вот эти вокруг села это ногайцы юртовские. И вот слава Богу, сегодняшние события, сегодняшняя жизнь, сегодняшнее информационное поле, возникшее в интернете, стали более доступными для всех. И многие стали осознавать свою национальную идентичность. Что наши корни глубокие, наша культура была великой, и история была великой. И все это надо сейчас вскрывать и вскрывать. Все от нас, от сегодняшних ногайцев пока что скрыто. Пока скрыты великие вещи. В школе мне говорили, что нам, вот я учился в селянской школе, школа была татарской, и учительница говорит: вы прекратите, қойыңыз бұл ноғай ялпақ тілін, сөйлеңіз нишка татар тілінде, әдебиет тілінде селерге керек. И меня так вот это задело на всю жизнь. Я думаю, почему наш язык такой, ну как бы отсталый, а оказывается, наш язык не то что отсталый, а основа основ всего тюркского мира была, оказывается, когда-то. И это вот на одной из конференций международных тюркских об этом говорил президент турецкого Кипра, что о ногайцах. Ну и дальше я не буду говорить, потому что есть сакральная еще информация о происхождении нас, кто мы есть, откуда появились. И наука это генетически сейчас доказывает об этом. Вот, потому что
Равиль Тимиханович что сделал? Начал. Это величайшее дело по раскрытию нашей великой истории. И ему мы все должны быть благодарны и сохранить о нем память на века. И думаю, что это маленький мемориальная доска, которую мы сегодня откроем. Это начало. Возможно, что придет время, поставим мы ему памятник. Ноғайларман бірге-біргесіне басқа халықтарды да татарлар деп ятыртқанлар. Соның санында түркменлер де бар. Сол еллардағы татаризация политикасы ноғайлардың яшавында өз ұлларын қалдырғанлар. Равиль Жумановтай болып, өзін миллетін, халқының сүйетаған адамдар аз. Ол сау яшавын халқына бағыслаған. Ол шашқан ұрлықтары азаздан өз жемістерін беріп, баслайтағанын көріп сүйінеміз. Я хочу сказать, что я очень горда тем, что мне пришлось в первые дни начала его миссионерской такой деятельности по восстановлению самосознания нашего народа, я была с ним. Вот я очень горда этим. И думаю, я всегда вот об этом думаю, ай, Равиль, если бы дожил до сегодняшнего дня, как бы ты радовался тому, путь его был очень тяжелый. Пробивать вот какую-то громаду тех сложившихся мнений, да. Но то, что мы нагайцы, карагаши, всегда знали, что мы нагайцы. А вот юртовским приходилось это делать с большим трудом, доказывать свою принадлежность великому народу, великой Золотой Орде. Вот. Поэтому, несмотря на эту тяжесть, которую он взвалил на себя, несмотря на то, что кто-то косо на него смотрел, он с улыбкой всегда шел вперед. И вот он достиг. Я все время думаю, Жан Аттаболсын, как бы он сегодня радовался, что его имя зазвучало, что вот народ поднялся. Спасибо вам, молодым. Я очень счастлива, что живу с такими людьми, молодыми, которые подняли это знамя и несут достойно, с таким вот отчаянным мужеством. Вот. Сегодня, открывая этот памятник, хочу сказать, пусть помнит наш ногайский народ таких своего рода просветителей. Он тоже был просветителем. Бу амалладан соң Астрахан ноғайлардың тарихыны, тіліні, маданиятқа бағысланған ілмі оқулары башландылар. Онда тарих ілмілердің кандидатлары Салават Хамидуллин һәм Ахмет Ярлыкапов өз ілмі құлықларымен сөйледілер. Сондай болып, конференц байланыс арқалы филологиялық ілімлердің докторы Анна Дебо қатнасты. Ол Астрахан ноғайлардың диалектлері деген тема бойынша әзірлеген құлығымен сөйледі. Что касается диалектов астраханских тюрок, то относительно них совершенно понятно, что действительно, с одной стороны, они явно проявляют какие-то определенные черты, которые их связывают вот с этой волгоуральской общностью. Но, с другой стороны, достаточно хорошо видно, что, возможно, эти черты имеют вторичное происхождение, а сами они близки к ногайской группе идиомов. Статус самого ногайского языка достаточно сложен, потому что диалекты, которые составляют ногайский язык, довольно сильно отличаются друг от друга. То же касается и диалектов
карагашей и ютовских. Учитывая необходимость удержания и сохранения этих диалектов для истории языка, с одной стороны, и с другой стороны, для поддержания культуры и самосознания носителей этих языков, представляется правильным решением, на котором остановились. Дөңгелек столды Ахмет Ярлыкапов ашты. Әлем ноғай қазақтардан жырлары ноғай фольклордың айрым феномені деп аталды. Автор халқымыздың тарихын аз тергелген һәм сирек темаларын белесін көтерді. Тұтастап айтқанда, ноғайлар қазақшылық қозғалыстың һәм аберекшілердің түзіліп негізінде болғанлар. Сосы тема әлі де өз тергеушісін сақлайды. Очень рад находиться здесь, на древней Ногайской земле, Астраханской. Вот. И очень рад, что получилось приехать на открытие памятной доски. Я был знаком очень лично с нашим агаем, и когда в 2005 году проводил здесь исследования в Астраханской области, он очень много помогал мне. Ну и, естественно, через своего учителя Бальбека Джабаровича Кильдасова я тоже с ним и до этого был знаком. То есть, действительно, выдающаяся личность в ногайской культуре. Вот. И очень хорошо, что заслуги наших агаев, мы помним, это замечательно. Я сегодня хотел бы рассказать о таком уникальном источнике, как песни ногайских казаков, Ноғай Қазақ-Ирлар. Потому что ногайцы являются одним из народов, который внес огромный вклад в формирование разных групп казаков на раннем этапе. То есть вот все эти группы, особенно датских казаков, на раннем этапе это, конечно же, в значительной мере были тюркские группы, и ногайцы составляли значительную часть. В составе датских казаков ногайцы оставались еще вплоть до начала 20 века. Была столица, населенная именно ногайцами, и они говорили на ногайском языке. К сожалению, они были вынуждены выселиться в Турцию, то есть для того, чтобы избежать деградации, они были вынуждены выселиться в Турцию. Вот. То есть влияние ногайское огромное, и вот Қазақ-Ирлар ногайские, я думаю, что они достойны изучения. Ногайский фольклор испытал огромное влияние казачьей тематики, и вот есть произведения известных ногайских поэтов-казаков, среди которых видное место занимает Досмамбет Азаулы, который жил в XVI веке. Это именно ногайский поэт. Его вы можете в интернете встретить общий для казахов и ногайцев, называют его, но это именно ногайский поэт. То есть его произведения именно ногайские. И многие произведения из казачьего цикла буквально разобраны народом на пословицы, поговорки. И морально-этическая составляющая вот этих пословиц и поговорок стала образцом вообще для ногайцев. То есть влияние огромное. Песни ногайских казаков давно привлекают внимание исследователей. В 1883 году в городе Санкт-Петербурге преподаватель Восточного факультета Императорского Санкт-Петербургского университета Магомед Эфенди Османов издал хрестоматию «Ногайские и кумыкские тексты». Там из 174 страниц 105 занимает ногайская часть. И большое место там занимают именно песни ногайских казаков. Есть два раздела. Третий раздел «Песни ногайских казаков» называется. И есть 8 раздел «Отдельные песни ногайских казаков». Я еще скажу, почему там разделение произошло.
Текст набран без огласовок, и, конечно же, отсутствие огласовок затрудняет чтение. Другой недостаток большой – это практически полное отсутствие знаков препинания. Много в тексте устаревших, ныне неупотребляемых слов, что говорит о древности и косвенно подтверждает средневековое именно происхождение песен казаков. У нас изучение, в общем-то, начато этого текста, и в частности я хотел бы назвать опыт такого исследования, который был предпринят ногайским филологом Юмавом Карагаевым. То есть, и в частности, зафиксированные в разных публикациях песни казаков передают характерное джоканье. А еще они передают такое пограничное состояние между джоканьем и йоканьем. То есть это очень интересное именно в языковом смысле тоже интересный источник. Другая публикация в 1991 году в Хельсинки вышел сборник Кумуцика и Этногайка. Это комментированная публикация текстов с переводом на немецкий язык. И в ногайской части сборника имеются переведенные Хари Халлином песни Казапирлар из собрания финского исследователя Густава Йона Рамстеда. И это пока единственный известный научный перевод ногайских песен казаков. Научного перевода этих самых Казапирлар нет вообще. Это единственный пример. И с грустью приходится констатировать, что научного перевода на русский язык до сих пор не сделано. То есть мы гордимся тем, что в России тюркология там развита и так далее. Ни одного научного перевода Казапирлар нет. А так, бессистемно, они опубликованы на ногайском языке в различных сборниках, но без соответствующих лексических пояснений, без комментирования эти публикации в значительной мере бесполезны. Потому что они непонятны даже для современных носителей ногайского языка. Их надо комментировать, их надо давать лексические пояснения обширные и так далее, и так далее. Сон белгілі башкир алімі Салават Хамидуллин башкирлер Алтын Ордада ең көп басқа өкіметлерде деген темамен таныстырды. Ойлап қарағанда айлақ сейірлі тема. Тарихшылар, имгенетиклар башкирлер мен ноғайлардың айқасуларының терең тамырлары бар екенін білгеткенлер. Когда Шибаниды все, Шибанидский улус распался, фактически в отношении башкир, вернее, статус башкир не поменялся. Просто на этом месте, на месте Шибанидского ханства это возникла огромная Ногайская Орда, от Иртыша до Волги. И статус автономной Башкирии сохраняется, это хорошо описано у Трипалова. То есть образуется так называемое башкирское наместничество, куда, опять же, ногайские улубии назначают своих назначенцев. То есть там уже не важно кого, там были и Едигеевичи, ногайские мурзы правили в качестве наместников, и туда и чингизидов ставили, и казахских уже к тому времени султанов, царевичи ставили. И этот период, конечно, поскольку этот период, ногайский период, он был таким последним, таким большим ордынским периодом перед вхождением Башкирии в состав русского государства, он наиболее хорошо отразился в памяти башкирского народа, существует огромное количество преданий, записанных и так далее. И здесь ногайский период уже третий у нас пласт, да? Этнический пласт, то есть я говорю, до монгольского периода башкиры, древние башкиры, потом из Улус-Чучи, и потом уже в этот ногайский период тоже выливаются уже непосредственно ногайцы. Но поскольку тогда уже башкиры и ногайцы уже совершенно отдельная народность. То есть они
отражается в башкирской номенклатуре не под названием своих там подразделений родов, там кипчаки, там мангыты, там киргизы, нет. Они уже как нагайцы, то есть уже не дифференцировано, просто как нагая. Вот у нас есть вот большой башкирский, значит, клан, племя Минги, да? Вот, которые правили вот, в Коканде, потом в Коканском ханстве, уже там узбекском. Вот Минги, и у нас и внутри в статусе тюбы была Нагаилярская тюба, то есть это целое подразделение огромное, да, получается. Но я уже не говорю про мелкие такие подразделения ара, то есть первый вот этот, у нас же кабеля, потом, ну, условно говоря, да, племя, потом тюба, ниже там ара. Тут это просто, так сказать, группы себе. А вот ара, нуга, это практически везде они раскиданы. Вот. И есть вот у нас племя Юрматы, там тоже есть подразделение нуга Юрматы. Вот. Я сам, поскольку табынец, у нас в Табынской, вот нашей, где вот я живу, вернее, не я живу, а деревня, аул моего отца, там вот буквально рядом деревня Бишул есть. И даже вот там, вот по 1693 году упоминается, значит, ясачный башкир, ну, ясачный башкир это фискальный статус, то есть он платит ясак, и ясачный башкир, то есть Иштуган Чурин, который пишет башкирец Иштуган Чурин, а потом чуть ниже указано, что он нагаетин, то есть это 1693 год, то есть до конца 17 века, получается, нагайцы еще сохраняли даже свою идентичность. Вот. Ну и завершая свое выступление, хочу сказать, что вот последнее, вот Тархан и знаменитый башкирский батыр в Грузианской области Алдар Асикеев, он встречался в середине 18 века с Рычковым, вернее, в 30-х годах даже, может быть, да, скорее всего, в 30-х годах с Рычковым лично беседовал. И вот когда тут спросил его о прошлом, он в общем, много преданий привел, там оставил, так сказать, все, рассказал Рычкову, и вот его фраза была такая, что башкирский народ истори был один с нагайцами. То есть это представление у башкир, это было, что они с нагайцами составляли один народ. То есть понятно, что этнически это как бы два этноса, но тогда же рассуждали все, говоря о единстве, в политическом значении башкиры всегда считали, что они с нагайцами одни, что они частью являются нагайской орды. Яс Адам Рамиль Ушмухамбетов Карагаш-Ногайский диалект ногайского языка и его нормирование деген тема бойынша әзірлеген докладыман сөйледі. Карагаш ноғайлары халықтың есінде өздері қайдан шыққанлар, көшіп қонып жүрген жерлері, яшарлық юрттарының географиялық аттары ақында білдірулерді саулай сақлағанлар. Сол заттарды олар Кавказдан Еділ бойынға көшіргенлер. Карагаш ноғайлардың сөзлігінде Қобаннан мен Қараноғайдан шыққан сөздер де бар. В 20-е годы директивно было принято решение обучать все группы астраханских нагайцев на татарском языке литературном. Вот, до сих пор, как вы знаете, да, наши старшее поколение, дедушки, бабушки исполняют песни на татарском языке. Если приедут оттуда, да, наши представители родственного народа казанских татар, с ними начинать на казанском татарском говорить, но, естественно, это никак не отражает наш настоящий язык, на котором говорили наши предки. Вот, и наш язык, да, повседневный, к сожалению, вот, из повседневного обращения он стал выходить. И вот большая задача, да, встала перед нами, это его сохранение. Как его сохранить? Вот, для этой цели мы как раз, вот, Амир Дамирович уже сказал, прибегли к процессу нормирования, обратились к башкирским коллегам, это к Искандеру Светбаталову, да, и любезно предоставили нам некоторые материалы. И по их образцу, естественно, мы
обращаясь к материалу наших нагайских ученых, само собой, к материалам Софьи Абдулхамидовны Кулгукова, к материалам Баскакова, достаточно обширной научной литературе мы приступили к нормированию. То есть создание региональной литературной нормы для нагайских диалектов Астраханского края. Если сделать краткую справку о происхождении карагашского диалекта нагайского языка, то известно, что нагайцы-карагаши — это потомки Малой Ногайской Орды, хотя я хочу подчеркнуть, несомненно, что участвовали нагайцы-едисанцы Большой Орды в сложении, потому что ряд родов, такие как Серкеле, Ергенекле, некоторые другие, они, в принципе, не фиксируются среди кубанских нагайцев, но фиксируются среди нагайцев-едисанцев, потомков Большой Орды. Тем не менее, конечно, основу составили потомки Малой Ногайской Орды, те, которые были переселены в 40-е годы XVIII века. Было это насильно, на стороне Крымского ханства наши предки выступали. И, естественно, так получилось, что калмыцкий хан Дадул-Кобо и регулярные русские войска, они переселили, по сведениям имеющимся, с территории как раз современной Кабардино-Балкарии. Там есть урочье Карагаш. Не удивляйтесь, этих урочищ очень много по всему Северному Кавказу. И оттуда, чтобы, видать, закрепить память, наши предки, они зафиксировали. Это одна из версий. Есть другая версия, упоминал Владимир Черепалов, то, что среди нагайских племен фиксировалось племя Карагаш-Курчак. И тайну это еще предстоит открыть. В любом случае, однозначно, опять-таки, Леонид Султанович Арсланов, доктор филологии, профессор, тюрколог, он сделал однозначное заключение, что язык нагайцев-карагашей, как и другие, в принципе, диалекты нагайского языка Астраханской области, имеют нагайское происхождение. На данном этапе можно сказать о том, что он используется в быту. Конечно, есть большая необходимость актуализировать эти знания, сохранять. Есть две группы, это сиитовская и хажатаевская. Сиитовская, как известно, разговаривает, используя начальник, то есть чат, чебен, чаинда. Хажатаевская группа, она джокает. Это то самое джоканье, о котором Ахмед Аминович Елука поговорил, которое присуще нагайцам, на самом деле, живущие в Турции, в другом нагайцы, они также джокают. Я как раз к джокающей группе отношусь, пользуясь своим служебным положением, я использовал это, и в нормировании ввел именно «дж». Почему? Потому что, во-первых, это указывает на близость к крымским ногаям, и это, по сути дела, более правильно, потому что «ч» — это всего лишь вариант оглушенный, «дж». Кроме того, надо сказать, что карагашский диалект, он сохраняет все, в принципе, нагайские черты, то есть это инфинитив на магамеге, бармага, кетпеге, сюйлемеге, айпага. В отличие от ютовского диалекта нагайского языка, карагашский диалект сохраняет систему огласовок общенагайского, то есть кель, бер, бар, барада, береда. Но есть некоторые отличия. Это, например, время, форма настоящего, длящегося времени, новатор. Если литературно будет цюлиатор, келиатор, то в нагайском карагашском диалекте звучит как барватор, келеватор, что сближает с родственными нашими соседями, западными казахами. Тем не менее, многие чисто исконно нагайские черты, они сохраняются в лексике. Например, обращение Абая у кубанских нагайцев, обращение к пожилым людям, к бабушке, например, Абай, оно сохранится у нас в форме Аба. Обращение тата, которое у крымских нагайцев сохраняется, как тетя, оно сохраняется у нас в речи. Чисто нагайские слова, такие как пытпек, хлеб, постояла женщина, шувал, печь, либо куртка, старуха. Все эти обращения, в принципе, и многие термины родства чисто нагайские, они сохраняются у нас, у нагайцев карагашей. Кроме того, мною было обнаружено, так скажем, несколько таких интересных моментов, которые сближают с каранагайским диалектом нагайского языка, что свидетельствует об общении. То есть это будет, например, обращение на шахай. На шахай у нас тоже, на штам, на щам, на шахай, это обращение есть у нас. Есть ряд слов, которые в каранагайском диалекте используются, они используются у нас
отсутствует полностью. То есть было однозначно общение. Активист краевед Амир Мусаев юртовский диалект нагайского языка и его нормирование деген темады көтерді. Айтайық, сөйлігі заманда юрт ноғайлары өзін диалектін еммелетін сақламаға шалысадылар. Ноғайдың историографиясында олар айырым орында тұтадылар. Ем алтын ордадың, ноғай ордадың, ем Астрахань ханлығын ата бабалары боладылар. Негедесі олар өмірлердің алып, сол өкіметлердің орталығында яшайтаған еділдер ауларыман. Астраханская область, Астраханский край, город Астрахань, вообще с 18-19 века является центром духовной культуры нагайцев. Имеется в виду газета «Эдель» Абрахама Умерова, его светская такая новометодная школа, из которых преподавалось кроме мусульманских предметов, Коран и светские. Но он, Абрахам Умеров, как раз соединил раздельное обучение национальных детей, и девочек, и мальчиков. То есть это первый наш просветитель. И поэтому и типографская газета «Эдель» вообще просветительство, национально-демократическое просветительство конца XIX века до 30-х годов 20 века зародилось в Астрахани. Об этом хорошо пишет в своей книге. Вот эта традиция просветительства, она прервалась в 30-х, 90-х годах. Ну, по известному причине системы, политической системы. И в 90-х годах именно с помощью просветителей, историков Черкесии, Дагестана, Нефтекумского района мы начинаем возрождать. Возрождение нагайских для астраханских нагайцев – это культурная революция, потому что в числе татар, в списке народов СССР мы не числились нагайцев. В 30-х годах диалектологические конференции или, например, комиссии в Москве сказали, приняли решение, астраханские нагайцы могут взять за татарские. Баба-юртовские нагайцы может вполне учиться на кумыкском. Так вот нас без нашего согласия. Видимо, тогда сопротивления не было. Поэтому вот так получилась такая вот частичная такой вот геноцид по филологически. В душе мы были двойственные. Когда астраханцы нагайцы спрашивали, что вы рассказали, он сказал в 50-х, я татарин, вообще татарин. Жумановтың оқуларының иында ямағат резолюцияды алдылар. Бірінші кере Ноғай ілімі ямағатшылығына Алтын Орда, Ноғай Орда шақларын терен, кеспілі өлшімінде тергевді ойетпеге. Екінші кере ілімі ямағатшылығына Ноғай тілін оның диалектлерін әлігі замандағы технологияларды қоллану арқылы тергевді емкен яйылдыруды ойетпеге. Үшінші кере Ноғай тілінің регионлық юрт Ноғай түрлерінде қолланмалар шығармаға басқа баспалауларды етпеге ой беру. Келек елдан алып Жумановтың оқуларын әл етпеге ямағат ниетленді. Сосын ilmi жиынлар, конференциялар халқымызға бек керек. Нагайведенді өрлендіру үшін үлкен пайдасын әкелек деп сеніміз келеді. Ол яс әлімдерге де, өсуге де амалды береді.